Assalamualaikum. Hamma mardumi azizi Тоджикистон. Венки, здравствуйте всем зрителям, всем казахстанцам, которые в данный момент, у них трудный момент. Я бы хотел тоже немножко по ОДКБ сказать. Немножко я буду на русском, наверное, хоть не очень перфектно, чтобы было понятно всем ОДКБшникам, которые сейчас они направили войску в сторону Казахстана. Как я вчера заявил, своим обращением сказал, что тот, кто под именем ОДКБ или под названием, или под брендом ОДКБ, они едут в Казахстан, вмешиваются в внутренние дела Казахстана, они только наемники и террористы. Они не государственные служащие. Они за деньги, за свою родную маму продают, свой народ убивают. Не только казахов или казахстанцев. Давайте будем спрашивать у ОДКБшников. Насколько знаем, что Армения тоже является частью ОДКБ. Да? А почему, когда Азербайджан с Арменией был конфликт, Эмомали Рахмон не отправил войска туда спасать свой ОДКБшник еще одного? А сегодня Армения. Почему Казахстан тогда, Токаев или Назарбаев, не отправил войска защищать Армению? Это ОДКБшники. А почему сегодня Армения, Таджикистан и в том числе Киргизстан начали отправить войска просто на убивать мирных жителей? Убивать мирных жителей. И в том числе Эмомали Рахмон, главный террорист Таджикистана, подписал указ, чтобы отправить 200 террористов, не солдатов, 200 террористов, 200 наемников. Это не солдаты, это не государственные служащие. Они просто террористы, которые идут убивать народ Казахстана, которые идут убивать мирные митингующие жители Казахстана. Учитывайте это. Они не таджики и не таджикистанцы. То, кто едет к вам. Мое обращение к казахскому народу. Ни одного из них не пустите. Что хотите, делайте. Как вам удобно, как вам нравится поступать с этими террористами, которые идут к вам воевать под брендом защиты народа. Они не идут вас там защищать. Они идут вас убивать. Поэтому народ Казахстана, что хотите, делайте. Не вините на это народ Таджикистана. Не вините на это народ Киргизстана. Не вините на это народ Армения или где-то. Вините только правительство и правительственные наемников, которые они идут туда. А нормальные солдаты, нормальные, которые служащие, или их заставляют идти, эти солдаты заставляют идти туда. Главные террористы, которые в погонах ходят у нас, в Таджикистане. Поэтому мы надеемся, что народ Казахстана, чтобы и другие народы понимают, что мы не идем никуда воевать. Мы не идем никуда воевать. Только террористы и наемники идут воевать, убить.
Если это ОДКБ существовал, если это ОДКБ, оно было бы действительно для защиты государства, суверенитет, независимость государства, территориальность государства, то тогда они защищали бы Армению. Тогда они защищали бы Армению. Почему? Там была война между два государства. Они не могли вмешиваться туда. Вот это ОДКБ. Это ОДКБ создан для того, чтобы сохранить жопу диктаторов. Все. Где это ОДКБ, когда между Киргизстаном и Таджикистаном был конфликт на границе? Где это ОДКБ? Почему они не стояли на серединку, не защищали и это народ, и это народ? Почему до сих пор продали землю в Китае, Таджикистана? Где это ОДКБ? Где они? Где это ОДКБ, когда Эмомали Рахмон зашел, убил памирский народ, если они хотят так вмешиваться внутренне в конфликт в государство? Где они? Почему они не зашли, не остановили это убийство? В 2012 году, в 2014 году, вот последний в 2021 году был теракт со стороны государства, мирных жителей памирского народа. Горно-Бадахшанская область, где-то ОДКБ. Почему они не вмешивались туда? По договору они защищают, да? Защищают. Кого? Жопа диктатора. Кроме этого, ничего они не защищают. Ни одного мирного жителя не защищают они. Они только убивают. Позор президенту, который объявляет своего народу террористами. Позор! Один диктатор у нас есть. Всех объявляют подряд, кто недоволен от этой власти, тот диктатор, тот террорист, тот экстремист, тот подготовлен за рубежом, спонсируется за рубежом, вооружен до зуба. Это все диктаторы. ОДКБ, вот вам ОДКБ, результат ОДКБ. Узнайте, познакомьтесь с этой ОДКБ. Кто это ОДКБ, кто они, откуда они, кого защищают. Вот это ОДКБшники. Сколько мирных жителей вы убиваете? До каких пор вы убиваете мирных жителей? Кто недоволен от власти, тот надо убивать сразу. Это террорист. Это терроризм. Их готовили за рубежах, да? Вот так поступает, как-то говорят, уважаемые президенты Средней Азии. Давайте поэтому, народ Средней Азии, я вам предлагаю свернуть все диктаторов и послать их в космос, чтобы они там себе какую-то страну создали и руководили. Всех их отправить в космос, на одну ракету посадить и отправить. И создать новый Азиатский союз, который мы все, чтобы могли уверенно жить, ходить друг к другу в гости, работать вместе. Минуту. А так вот так диктаторы и вас убивают, и нас убивают. Столько лет уже один диктатор, Эмомали Рахмон, убивает таджикского народа. Кто голову поднимал, он террорист. Кто танцует перед ними, он хороший человек. Кто соучастник его преступления, он генерал, он полковник, он и герой еще. 333 звания получил Рахмонов у нас в Таджикистане. Пешво, Асос Гузор, Кахрамон, Наджат Бахши, Сайора, все звания.
Пешвой миллят, пешвой тоджикони руи днё. Вот второй у вас есть. Мне бесит то, что народу обзывать, народу террористом назвать. Своего народа, который, эти люди, такие люди, тот собаки, который кусает руку, который кормишь. Кто кормит руками, есть такие собака, кормишь руками, эта собака кусает руку. Все они делали. Они только сидели, жрали, нажрались, стали миллиардеров за счет казахов. За счет казахских народов. А сегодня это народ террорист. Вот вам результат. Сейчас этот народ террорист. Не требуйте свободу. Кто требует свободу, тот террорист. Террористы на свободу живут. А нормальные люди это раб. По их мнению, вот так. Террорист живет на свободу. А нормальный человек это раб должен быть. Так что Казахстан, Алга это на самом деле они уже переходили все границы. Извиняюсь, я на паркинг. Тот говорит, там есть паркинг. Так что народ Казахстан, реально мы народ вас поддерживаем. Вот простые народы, мы вас поддерживаем. Мы хотим, чтобы все были свободны. Вот еще у меня, наверное, буду это говорить на узбекском. Но я разговариваю на многих языках, хоть не профессионально. Я стараюсь к уважению этому народу, чтобы говорить. И на турецком. Или, может, давайте сегодня будем полностью на русском ход. Неграмотно, ну, будем на русском говорить. Мой просьба господину Раджабу Таyyипу Эрдогану, многоуважаемому президенту, именно, скажем, вот так, если по прямой сказать, Султан Раджаб Таyyип Эрдоган, потому что все время в турецкие народы, турецкие храбрые народы, турецкие правители, султаны, они всегда защищали турецкого народа и турецкого крова. Сегодня льется кровь туркоязычного народа. Это кровь турка. Если, не знаю, как Раджаб Таyyип Эрдоган, Султан Раджаб Таyyип Эрдоган, не только просто Раджаб Таyyип, Султан, как он глаза закроет, на это смотрит, я не знаю. Я бы просил бы, если вот так идет, если вот так диктаторы собираются под лозунгу ОДКБ, под бренд ОДКБ, убивают просто так народу, Раджаб Таyyип Эрдоган, я прошу вас, не молчать и вмешиваться уже. Сегодня льется уже много кровь тюрков. Они тюркоязычные. Казах, киргиз, узбек, Азербайджан. Все они тюркоязычный народ. Сегодня льется кровь тюрк. Молчат на это. Это уже не знаю, как вам правильно сказать. Это уже не по-человечески. Я надеюсь, что господин Султан Раджаб Таyyип Эрдоган, что не будет молчать на это и смотреть, и вмешивается. Это тоже тюркоязык. И с этого я заканчиваю. Всем салам алейкум. Казахстан алга. Я надеюсь, что Султан Раджаб Таyyип Эрдоган и вмешивается здесь. Потому что не дает диктаторам лить кровь тюрка народу. Поделитесь, подпишитесь. Иншаллах, еще будем выходить на связи. Будем говорить свое мнение открыто будем говорить. Не будем скрывать. Потому что хватит бояться диктаторов. Уже они диктаторы воспользуются этой. Они знают, что мы боимся
И мы молчим, поэтому они нас убивают. Так что предлагаю всем народу не бояться. Мы азиаты, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан, мы все одни народы, говорящие на разном языке. Менталитет у нас все одинаковый, не надо молчать. Я гражданин Таджикистана. Да, я оппозиционер. Я живу в Польше. Я убегал от рук диктаторов. Всем салам алейкум. Еще будем выходить на эфир. Поделитесь.